Ставлю на тот момент, когда раздавали землю своим системникам. Так вот, 3500 гектар земли в этом году получили где-то примерно около 300 тонн семян многолетних трав. То есть и так рассуждать очень много. Самый крупный производитель семян трав в Удмуртии. Какие культуры, ну, все культуры кормовые, какие у нас выращивают, какие у нас используют в сельском хозяйстве. Конечно, в первую очередь это люцерна, самая покупаемая, самая хорошая культура, самая дорогая, скажем, и массовая. Дальше идет клевер, овсяница, донник, эспарцель, подселье. Подселью много сею. Приехали как-то года 4 назад ко мне покупатели, сначала по телефону, ну тебе подъедем. Ладно, подъезжайте, летом дело было. А выходят там не один человек, значит, а несколько людей, человек, и двое из них были из Германии. Так вот, 2 человека ездили 3 года подряд. Нынче почему-то не приехали, наверное, вот эти вот санкции все-таки сыграли свое дело, в этом году не подъехали. Так вот, они заказали, спрашивают, то есть, а сколько гектар подсели вы сеете? Ну, я вроде бы сеял только для своих местных пчеловодов, гектар 10-15. И он меня просит, а 200 гектар смогут посеять? Подумал, ну, у меня вообще-то нет уже семян, а мы вам поможем. Они дали семена, и вот с тех пор я сею где-то около 200 гектар парцелей. В этом году где-то было 1400, ну, грубо 1500 гектар люцерны. Эспарцель где-то гектар 25, клевер 65, донник гектар 15. Еще есть козлятник где-то гектар 90, есть где-то лядвенец гектар 30, вика была где-то гектар 70, наверное, ну, овсяница гектар 200, вот примерно основные культуры, которые мы выращиваем. Если я отдал там на регистрацию визитку свою. Если кто не получил, не взял еще там визитку, возьмите с собой. Если кому-то потребуется, понадобится семена, всегда обращайтесь. Мы можем подвезти вам и до дома, если, ну, более-менее, скажем, полмешка хотя бы будет партия. Не килограмм, не 2, уже, скажем, килограмм и 2 можете купить в магазине. Работаем с магазином здесь на областной. Они просят, и мы им привозим сюда семена. Дальше с магазином на крестьянском рынке. Крестьянский рынок там тоже торгует нашими семенами. Наши семена можно найти. Ну, где-то, я не помню, сколько лет назад это было. Вот этот вот Петышин Алексей Васильевич, ну, Алеша, для меня. Мы дружим с его отцом. И я спросил у него, ну что, куда у тебя сын поехал? Так вот, учиться в смысле, или работать. Учебу закончил, никуда не хочет, хочет дома. Что значит дома? А они живут как бы на отшибе. Если я в селе Пуршур, они в Комяке, а в Комяке еще на отшибе. Ближе к лесу, скажем, в стороне, чуть-чуть через лог от деревни получается. Хочет дома заниматься пчелами. Ну и сколько у него этих пчел уже? Ну, штук 15. Он как раз занимался, когда у пчел возился, я попросил, пригласил его домой, мы сели и начали разговаривать, значит. Ну, я так понимаю, говорю, что если уж дома пчелами только заниматься, должно быть их у тебя много, то есть, чтобы на жизнь хватало, штук 50 как минимум, а то и 100. Ну да, будет когда-нибудь. Я ему такое предложение сделал, давай, говорю, я тебе помогу, Меня сместиться. я тебе дам пчел. Сместиться меня. Но Я условие говорю, одно, показать, чтобы что ты тут люди со слушают. своими или с моими, считай, что они твои уже, я тебе дам пчел, а ты с этими пчелами выезжай на мои поля для опыления. Потому что пример был простой такой, значит, когда я еще начинал работать, люцерна была где-то гектар 10 участков, километров 7 от деревни, там в ближайшем нету населенных пунктов километров 7, и опылителей пчел именно пасеки нету. И была пасека километра за 2 от нашего Паршура, и на этой, то есть пасека, говорю,
была делянка, гектар 15, опять же, километров 2 от нашего села Поршур. И тем более на этом участке стояла липа, и оказалось в тот год, что в этой липе завелись пчелы. То есть был рой пчел. И комбайнер убирал на том дальнем участке и на ближнем участке, а здесь были семян гораздо больше. То есть вывод такой, что все-таки опылители на посевах должны быть. Ну, первую партию пчел я Петушиным купил. Я не помню тогда, сколько их было, наверное, штук 30. Сейчас у них уже Петушиным говорю, потому что Алексей, как бы говорит, что мне тяжеловато уже, а старший у него или младший, который он у вас старший, сюда со мной приехал Евгений Петушин. Ты старший, да? Который Евгений? Он работал здесь в Ижевске. Ну что, говорю, возьми к себе помощником. Так вот, первый год он летом приезжал, помогал своему брату пчеловоду работать с пчелами. Сейчас у них уже где-то под 150, насколько я знаю. Летом было где-то 180-190. Вот я кого не спрошу пчеловода, никто никогда точно не говорит, сколько у него пчел. Ну, это, наверное, я говорю, связано с тем, что когда-то все облагалось налогом, и каждый улей считался, с этого какой-то налог должны были платить. А сейчас уже пчеловод ведь налогом не облагается. Что вы говорите, по старинке все живете, уж сказать точно, сколько у вас они есть, это, наверное, не сложно. Это если хороший пчеловод и считает каждый свой улей. А некоторые, может быть, и не знают, сколько их у них. Если у нас и такие, потому что... Так меняется, надо по весне спрашивать. Да, меняется, потому Не что... по осени. Цыплят по осени, а пчел по весне. Так вот, с тех пор, года 4, то точно мы с ними уже работаем, значит, почему-то колхозы начали кончать свои пасеки. Ну, а для меня это выгодно. Я им говорю, ребята, если уж вы кончаете, продавайте их мне. То есть со всем имуществом, оборудованием, что у них есть на пасеке, они продают так. Я купил хозяйство, то есть пчел у 3 хозяйств точно, осенью еще одно хозяйство насылалось. Ну, кто говорит, тем более уже снег выпал, он мне тогда пчел предлагает. Ну, кто говорит, осенью вот так вот пчел покупает. Куда я их, если не перевезу, это точно. Так-то уж вы с ними как-то разберитесь, а по весне я их возьму. Так что оборудование у них есть. Для перевозок в колхозах этого ничего не было. Мы сделали несколько тележек. Ну и все-таки главный вывод, они меня спрашивают, сколько вам нужно пчел, чтобы опылить вот эти вот 1500 или сколько гектар люцерна. Ну, достоверную литературу читаем, значит, где написано, что на 10, то есть на 1 гектар 10 ульев пчелосемей должно быть. Я говорю, слушайте, я не могу сказать вам, что у вас 10 тысяч пчелосемей должно быть, может 2-3 тысячи у вас должны быть. То есть у нас цель поставлена примерно 2-3 тысячи штук. Пока мы этого еще не добили, но надеемся, что к этому мы придем. Стараемся перейти на промышленный метод разведения пчел. Для этого делали стандартные ульи, вроде бы стандартные, вроде бы по размерам, но по работе все равно понимаю, что стандарты все-таки не те, не больно-то они подходят, приходится кое-что подделывать, переделывать на свой манер. Или, может быть, этот столяр ошибся на миллиметр, на 2 в своих размерах, когда делал, и в итоге работа не больно-то получается. Но мы учимся, и, надеюсь, придем к тому, что у нас когда-то будет 3000 пчелосемей. И к этому идем. Ну и по количеству гектаров желание есть, конечно, все больше расширяться и расширяться. Когда-то было так, значит, получил в 2010 году первый свой урожай посева, специального посева для семенников люцерны, и получилось 20 тонн. Хорошо же, 20 тонн, хорошо, это хорошие семена. Ну и было бы у меня 50 тонн, говорю, было бы еще лучше. То есть вывод потом такой, значит, не надо себя ограничивать какой-то конкретной цифрой, тоннажа, или даже в количестве пчелосемей, к примеру. А нужно просто говорить, что у меня их должно быть много-много. Как почему пчеловоды не боятся некоторые назвать цифру, один мне сказал, значит, а их должно быть столько, что не пересчесть. Примерно так. У меня должно быть семян столько, чтобы не пересчесть. Спросом требуется хорошим, семена идут и за рубеж, в Германию, я говорил, значит.
А так по всей России. Раньше я занимался, и коровы были, и молоко давал. Значит, кто меня знал? Кто у меня просил молока? Только те, кто в районе перерабатывает мое молоко. А сейчас, говорю, меня пол России знают. Вот примерно так. Если вопросы есть, пожалуйста, так что еще? Ну, конечно, вопросов должно быть У меня много. вопрос. Ули какие многокорпусные, ну, какие ули? Вот. Стандарт ули. Первоначально я купил несколько штук фенополистирольных на 16 рамок. Для сравнения купил несколько штук фенополистирольных на 10 рамок. Ну, на 10 рамок на 16-15 сантиметров они что-то у нас не пошли, мы с ними не смогли поработать. А сейчас вот перешли на 10-рамочные, многокорпусные, не рута рамки, не 20 чем-то там, скажем, а на 30. Сначала на 30 они начали работать тяжело, и все-таки если полный корпус набран меда, тяжело поднимать. Так что в этом году все-таки решили, что то есть на будущий год, то есть в 2017 году должны к этому времени сделать магазины все-таки на 15 полурамочные. Нет, длина, ширина корпуса 47? Стандартные. Я не метр сантиметр не знаю. Вы вопросы высота- задаете на 30. семеноводу. Это надо пчеловоду задавать вопрос. Ну, Не, ну стандартные. Вот он сидит, а на это 30. простой Нет, он вопрос. тоже не пчеловод еще. Вопрос простой. Додановский улиц. То, что спрашиваю я, великие дела спрашиваю. Это самое главное. Зачем ему такое? Почему? Да. Кстати, а мата кто выводит? Сами? Нынче покупали из Кисловодска. Можно я вопрос по теме? Да? решили все-таки купить. Ну и конец. Вот смотрите, вам нужно возводить во время цветения пчел, да? Проходите через проводника. Ну и что? И если большой разброс ваших участков, то эта работа очень оперативная и трудоемкая. Ну, у нас, я же говорю, 1500 гектар только люцерны. Вот эти вот фацелии, я сею ближе к деревне, чтобы именно на Сколько фацелию не точков надо. вам требуется? Примерно. Ну, примерно. Они мне тоже самое говорят, значит, и мы вроде пришли к тому, что у нас, Так, потише. у нас должны быть именно точки, где-то, может быть, даже на зиму там пчел поставлять. В одном точке был такой пример, значит, не совсем на зиму, но почти до осени держали пчел, в итоге туда повалился медведь. Он у нас кончил 6 пчелосемей, по-моему, тогда, ну и сразу быстро мы оттуда пчел перевезли. Так что оставлять где-то точок на зиму, опять же... То есть в этом есть какая-то посмотреть. проблема. Да. Значит, вот есть человек, который эту проблему решил так. Значит, он сделал вагончики по 12-24, но вагончики такие, которые как раз входят на газель или на УАЗик. То есть 2 на 3 метра. Мы пробовали. Все. У нас это не получилось. Да, ну сейчас я договорю, потому что, может быть, не все знают. Этот вагончик он выгружает и ставит. За сутки он развозит 20-40 вагончиков на 2 газельках и расставляет там. Потом быстро может перевозить там, где началось цветение, где он, или где он окончился, отсюда увезти. Вот этот вариант вы рассматривали так, более-менее так подробно? Мы рассматривали, мы сделали 4 павильона, значит, у нас не получилось. Мы вот павильоны показали. Павильоны перевозные или они на платформе стояли? Перевозные. Но они на платформе стояли. Ну почему? По вашим чертежам, мы чертежи брали у вас, значит, по вашим чертежам мы попробовали и сделали 4 штуки, у нас это не получилось. И пчеловодам сложно в этих павильонах работать, чем на открытом месте с ульями, значит, в тесноте там. Не получилось. Мы отказались от павильонов. Стоят они у нас там. Не вот эти 4 павильона. Да, можно, Мы их не используем. можно поработать с ними, или купить у вас, или как-то. Ну, чтобы труд не Ну, они, пропал. я так думаю, что уже не Я от этой идеи еще не отказался. Они не в том состоянии, что их можно продать. Пускай они лежат эти же. Я их продавать не буду. Если вам... А улей-то вы там сделали, как у Егошина, на 8 рамок корпуса? Мы, по-моему, делали именно на 10 рамок, не на 8. А, ну так вы идею. А сколько же у вас на платформу «Газели» вошло со съемной? Там, по-моему, 6. 6 не войдет. Нет, 6 ульев с одной стороны, 6 с другой стороны. Не войдет. Борта-то должны быть закрыты. Или тогда у вас длинная платформа? У нас ходило, у нас размеры позволяли.
У нас проблема, А как была, вы снимали? проблема была именно с погрузкой. Нам было проще делать тележки перевозные. У нас Много тележек. 4 тележки у нас сейчас таких есть. К примеру, подъехали, мы им поставили 2 тележки, они загрузили, так и подъехал, уже оставил на месте, куда нам надо. Поэтому сейчас больно-то не переезжаем, 2 точка, как максимум переезжаем, 2 места, а больше нет. Поэтому я, самое главное, не сказал, я пришел еще сюда из-за того, что хотел пригласить вас именно, если у кого есть желание, со своими пчелами на наши поля. Хорошо. Люди подумают, потом позвонят вам или в общество и тут раз. Так, еще какие вопросы? Только давайте все-таки по теме пчела и цветок, по опылению. Ну, если говорят некоторые, что даже вы здесь намекнули на то, что клевер плохо опыляется пчелами, я отвечу на это очень просто. Это чушь. Понятно. Первый пример был у меня такой, значит, рядом с деревней оставил поле клевера, где-то гектар 10, наверное. Там урожай я получил тогда около 50 гектара, а именно ездил, фотографировал, как опыляется, есть, не есть пчелы на поле. На одном квадратном месте я прикинул, ну так 5-6 до 10 даже летает пчел. Ну, они не зря, наверное, летают, что-то берут, как я понял, значит, что-то берут. В этом году поле 65 гектаров, как раз возле пасеки, возле дома у них у Петушиных, значит, там получено где-то по 4 с чем-то гектара клевера. То есть самый хороший клевер. Дымковский, я считаю, мы получили в этом году 4 с чем-то, и у меня его сейчас где-то по 25 тонн семян есть. Чтобы не есть, надо куда-то. Ну, вы против всей науки этой идете. Все говорят, что красный клевер, они недостаточно хорошо. Они Берут. пыляют, они стремятся, они летают там. Там Опыляются и берут, и мед у них был. Ну, А вы не задумывались и не пробовали этих шмелей? Был такой пример. Ну, Хотел сам половить, только-то, значит, разводить. Как ловить? У меня не получилось, я отказался от этой идеи. Приглашали, есть, видимо, шмелеводческое хозяйство где-то, значит, они тоже приглашали к себе на собрание такое, значит, далеко, я отказался, не поехал. Пробовал ловить вот эти вот делать для земляных пчел, как бы жилое место, они ведь норки нужны. Специально в деревянном брусе просверлил отверстие, чтобы они там поселились. Я не сразу, конечно, вроде бы заметил, но были там сколько-то, ну их много надо в этом случае, этих поленьев, скажем, чтобы они там туда поселились. Проще оставить, если уж промышленно в таких масштабах работает, к примеру, полосу на поле люцерны, чтобы на этой полосе просто-напросто размножались вот эти вот сами по себе размножались земляные пчелы. Есть, видимо, такая технология, значит, при котором просто скашивают эту полосу, этот участок. То есть трава не мешает, земля видна, есть там поросль небольшая над землей, а пчелы там живут. Имеете у вас трубочки были такие, как бы, как поленья трубочки Да, у нас. да, Вы да. про это? Ну не трубочки, я поленья сам сверлил. Это то же самое. Да. Понятно. То есть опыты, примеры были. Не Ну, так очень уж, плохо, да, с поленьем всяким? Это много надо. Очень много надо. Проще разводить пчел, если уж заниматься, скажем, чем-то. Во-первых, это уже разработано все, есть технологии и прочее. И от этого мед есть еще самое главное, значит. ну, может быть, для садовода можно и пчел, этих шмелей, и вот этих земляных пчел, там небольшие гектары-то небольшие. Говорят, что на люцерну не летают, но мы в этом случае как бы пчел обманываем, приманку делаем, значит, я поля опрыскиваю медом, чтобы они полетели на мою люцерну. Нормально. Сколько вы израсходовали и сколько собрали, вы совпадает? Доход есть? Наверное, есть, конечно. Как пчеловоды говорят, до того, как опрысники, они пока не опрыснули, пчелы не больно-то посещают люцерну, а как опрыснули, они там работают хорошо. Хорошо. Еще вопросы? Если нет, тогда спасибо вам.